Доброго начала дня. Считанные дни остаются до старта фольклориады. На днях выяснилось, что она точно состоится, и уже через несколько дней в этой специально подготовленной студии мы будем встречать гостей со всего мира. О последних днях подготовки нам расскажут наши гости. Сегодня это Зарина Хасанова, заведующая отделом межрегионального и международного сотрудничества Республиканского центра народного творчества. Но это, собственно, главный оператор по организации фольклориады и в республике, и в целом в России, как мы понимаем. Доброго вам дня. Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, как вам наша студия? Мы готовились к встрече с вами, специально под вас ее подготовили. Очень красиво, спасибо. Но мне Очень кажется, здорово. сейчас таких красивых мест в нашей республике очень много, да, где будут проходить как раз-таки... Да, конечно, сейчас как раз-таки все подготовительные работы по оформлению в самом разгаре завершаются, и таких мест действительно немало. Вы знаете, о чем мы попросим вас в самом начале? Вот так получается, что далеко не все до сих пор понимают, что такое фольклориада. Как бы вы ее лично описали? Всемирная фольклориада, как в свое время сказали, это своеобразная культурная олимпиада. Да? И это мероприятие является, нужно отметить, мероприятием международного уровня. Основным организатором фольклориады является Международный совет организации фестиваля фольклора и традиционных искусств, это СИОФ. Как раз-таки вот эта крайняя аббревиатура, Вот эти которая 5 букв английских, да? СИОФ стоит после фразы «Всемирная фольклориада». То есть это не мероприятие, которое наше, да, а Придумала республика, да? мы его Принимаем. да. И право принять такое масштабное культурное мероприятие мы получили в 2015 году как раз-таки на Генеральной ассамблее и Конгрессе СИОФ. СИОФ – это аккредитованная организация при ЮНЕСКО. Ей уже 50 лет. 50 лет работает эта организация. В прошлом году она отмечала свой 50-летний юбилей, и планировались очень масштабные события во всем мире, как бы в странах-членах СИОФ, но, однако, все это отменилось, перенеслось, и даже в этом году еще не будет проводиться, и поэтому для СИОФ Всемирная фольклориада – это практически первое мероприятие после пандемии, да? И сама организация занимается как раз-таки сохранением и продвижением народного творчества разных народов мира. Ну вот мы уже 6 лет, получается, живем идеей о том, что она будет происходить на нашей территории, в Башкортостане. И я думаю, нашим телезрителям все-таки нужно обозначить, что будет происходить, что они могут увидеть, посмотреть. Вообще это соревнование? Нет, Это фестиваль. Это фестиваль, это обмен опытом, это демонстрация своей культуры, так скажем, да. Это ни в коем случае не соревнование, это не конкурс, это фестиваль. И на одной площадке будут объединены как танцы, так и песни, так и музыка. Нужно отметить, что танцы и песни будут исполняться только под живое музыкальное сопровождение. То есть это основной принцип СИОФ. У нас все коллективы едут с инструменталистами, и все будут выступать под живые музыкальные инструменты. Ну, насколько это большие коллективы? 5, 10, 15 человек? Были какие-то условия? Вы знаете, в этом плане? вот у нас Германия вынуждена была вчера отказаться. Это был самый по составу малый коллектив. Германия заменила коллектив буквально в апреле, потому что более большой коллектив, да, в количестве 35 человек не смог приехать. И вчера вот самый малый коллектив, 11 человек это было, они тоже Слушайте, вы про сборную Германии по футболу говорите. 11 человек, которые вчера Англии проиграли 2-0 и не прошли дальше на чемпионате Европы. Ну а самый большой коллектив? 35, не более 35 Это человек. откуда? Это условия фестиваля. Ну, откуда? Из У нас Башкортостана, есть наверное, да? 35 человек, таких коллективов достаточно много. Достаточно да. большое количество. Да, Латинская Америка, европейские страны, они практически все едут в составе 35 человек. Но мы правильно понимаем, что Республика Башкортостан представляет Россию? Или Конечно, Россия... да. 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 То есть других коллективов из Российской Федерации не будет, которые... Конечно же, будет. СИОФ представлен национальными секциями более чем в 100 странах мира. И именно национальные секции СИОФ подбирали коллективы, которые смогут принять участие в фольклориаде. То есть мы не объявляли набор как бы, на участие в фольклориаде, этим занимались национальные секции СИОФ. Да, самые профессиональные коллективы были выбраны. Ну и кто из наших? Ну и, соответственно, национальная секция СИОФ России также представила свой коллектив. Это ансамбль «Вензеля» из Пензы.
Вензеля из Пензы. Да. Ну, мы озвучивали фамилию народной артистки России Надежды Бабкиной. В данном случае она не как участник, скорее, да, а как амбассадор фольклориады в России и вообще в мире. Да. Что касается тех мероприятий, которые будут проводиться с 3 по 10 июля, во-первых, все это будет происходить в Башкортостане, но нужно отметить, что, понятно, открытие-закрытие Уфа, однако и районам республики тоже повезет увидеть, да? Да, в прошлом году до переноса фольклориады на 2021 год у нас были задействованы все муниципалитеты республики. Все абсолютно. Все. Это было Стопроцентный охват 62 был. муниципалитета, кроме зато Межгорья. Ну, по понятным причинам, да. И после переноса и, соответственно, пересмотра программы, вынужденного пересмотра, мы сократили количество муниципалитетов до 22. Ну, тоже немало. Да, это тоже немало, конечно. Это очень масштабная логистика, достаточно сложная. Зато близлежащие города и районы могут приехать в самый Конечно. такой... Да. То есть с 5 по 9 июля Что-то можно увидеть, это посмотреть. будут объединенные в одни округа муниципальные образования. И в каждом из этих районов гости смогут посмотреть концертные мероприятия. Ну, то есть, условно говоря, в одном из районов Республики Башкортостан будет установлена большая сцена, открытый воздух. Я Да, так понимаю, да, что это одно из обязательно, главных условий нынешнего времени. И концерт приходите, смотрите. Да. Но вот здесь очень важный момент. Мы же телевизионщики, нам же важно, чтобы нас включали и смотрели по телевидению. Ну, во-первых, это все-таки безопасно для тех, кто переживает, да. Во-вторых, вот Это открытие... возможность для тех, кто не может поехать. Да, те события, которые будут происходить в столице Башкортостана, мы в прямом эфире каждый день будем показывать, а дневники, на то и дневники, что вот поехали наши коллеги в один из районов и привезли видеоматериал большой. Мало времени остается. Что касается открытия, есть уже какие-то моменты, которые вы можете нам сообщить, что вот это будет очень здорово и почему необходимо либо вживую смотреть, либо смотреть на БСТ? Ну, я думаю, что сама церемония открытия это день России, когда Россия представляет себя как страна, хозяйка фольклориады. И я думаю, что для многих будет интересно посмотреть на то, как режиссеры интерпретировали историю России и историю Республики Башкортостан, и как мы это вот хотим показать Как это нашим будет гостям. воплощено, да? Как это будет воплощено. А режиссеры наши? Да, режиссеры наши. Здорово. И что Ну самое и здорово, наши режиссеры могут работать на таком международном уровне. Конечно. Ну и на днях была информация, что будет бразильский карнавал на улицах Уфы. В какой день это можно будет увидеть? Ну, это не совсем бразильский карнавал, это больше к Сергею парад Николаевичу Грекову, парад к мэру, участников в их национальных костюмах 4 июля. Он пройдет с 17 часов. Старт парада запланирован с Башдрамтеатра. Это традиционный наш парад национальных костюмов, который проходит у нас в Уфе, но в более таких огромных масштабах, так Да, скажем. в международном масштабе уже. И Да, дальше уже все в эти амфитеатр международном спускается масштабе. по улице Киулиди. Да. Спасибо вам большое. Понятно, что у вас очень много работы, да, вы сейчас и начинают уже. У нас индийцы этой ночью прибыли в столицу У Башкортостана. нас уже в Москве Панама, Панама. Да, гостит. Москву И- накрыла Панама. Да. И сегодня ночью приземлились гости из Индии. Ну, в общем, я понимаю, что сейчас спать после раннего эфира вряд ли поедете, а будете работать уже, да? Ну, нет, Они уже конечно. неделю не спят, мне кажется. Или даже больше, на пару месяцев. Зарина Хасанова была у нас в гостях, заведующая отделом межрегионального международного сотрудничества РЦНТ. Мы всем вам желаем хорошего дня и надеюсь, что вы разобрались в том, что такое всемирная фольклориада, которая стартует 3 июля в Уфе.